3 дня по 18 часов за станками, компьютерами, стендами. Команда России была представлена в каждой 41 профессии. Во время награждения чемпионов по профмастерству на пьедестал один за другим поднимался участник с российским флагом. У нашей сборной 19 медалей. По их количеству Россия опередила Австрию и Францию. Катерина Рюксамен. Все участники молодые, нет и 25. Почти у всех это первый опыт международных соревнований. Команду в своем инстаграм поздравил Рустам Минниханов. «Молодцы», написал президент. «Нам не было равных в графическом дизайне, мобильной робототехнике, администрировании отеля, сварке. Серебро взяли по технологиям моды, парикмахерскому искусству, флористике. Бронза по ресторанному сервису и производству мебели». В составе национальной сборной 6 татарстанцев. Они завоевали 4 золотые медали. Андрей Дзюбанов и Павел Фадеев – компетенции мобильная робототехника. Альберт Минеев – инженерный дизайн. Карина Халеева – предпринимательство. Мы связались с командой по телефону. В процессе тренировок мы готовились к еще более сложным заданиям. Когда ты на чемпионате, ты не чувствуешь волнения, ты чувствуешь необходимость быстро и хорошо делать. Борьба шла очень напряженная, и 3 команды, Россия, Австрия, Черногория, шли вот буквально нос к носу, и там ошибиться было нельзя, одна ошибка стоила тебе места. Евроскиллс не зря называют самыми масштабными соревнованиями по профмастерству в Европе. В этом году в Будапешт приехали 600 конкурсантов из 29 стран. Казань тоже готовится к приему гостей. В августе в столице республики пройдет мировой чемпионат профмастерства. Ожидается 70 стран-участниц.